Традиционный праздник, который мы уже несколько лет подряд проводим, называется Аленный Жемон. Праздник льна. Особенность этого праздника нынешнего года в том, что вот у нас в этом году выставка новая, рубахи, льняные рубахи, которые сделаны своими руками, которые в семьях берегут, из музеев привезли. Как северный вариант одежды, так и южный вариант одежды. Все соревнования связаны с льном. Есть викторина о льне. Ну и для меня еще очень интересно это соревнование ткачей и прях. Леночки рамаш. Вот это ернасыз сия керам чисто кератам кион бурам абустан машинной некшам шовати. Не Аленочки рамаш всички не абу шератамаш. Не наудиса пыр гортом или уджвылым. А вот это там уже шеррезамаш и сия великаш праздничной. Вежалунне было да кушава гулянка была кушатлыса. Это тоже пошегивка. Не бидас Кочевский район чиз. Шетиса баббес бура одянdia сохранить чамаш не. А вот это очень важно. Все, наверное, по им поколению, наверное, чулали с ней. И вот подевали сила не до вышитой, эзва бидас широтом месячи колима, эго полбисаща, ашина микасача, думает. Ну, я думаю, там что вот и уже выставка смолима, где сведет има естиш, вишташиса, мы ковиля тадима, мы кашин вишташима тоже. И вот час от меня ваят и башираном талым куишас и печки сейчас. Как волны на жену мне таком концерте участвует има. А вот это барабан, савлнослый сакарка, молися каджо береган, ветлотиса деревня кужа, или катанка если были гуляния, сия кушинокса, перво ветлотиса это. Или же, яктиса гармония с каком-то мягким смыслом, думаете, что сия дьявольский инструмент, кутышка сия локтис, и вот это были Осам, Юктан, это ритм, то яктиса, конкурентский капитал. Я Марфа Алексеевна. Мне там вокти место мастер-класс уйдет на мне под чампечкана. Вот бурника решил в жизни эквичками. Даже вот этот кизит чапетляса керана. Ну ладно, керим, вот мало мальский. Ой, ушкати. Комикылыс очень интересный по своей структуре. Комикылыс Рочас, Куева практически процентов на 90. И мне обычно коша вот это кувезен, кшомка своеобразная суть. И вот когда вот посещаешь вот это на мастер-классы, пырмы каджан очень интересная
и кывас, и куча структура с кывасом вода. Вот, знаете, с этой позиции мне вот это очень интересно. Мне кажется, один гашак, конечно, чем праздники, что боится, чем праздники с кучка пошкотные, чтобы не вести здесь народ. Вот это ткацкая мастерская при этнокультурном центре. Мы занимаемся здесь ткачеством. Начинали мы заниматься под руководством Галины Алексеевны Казанцевой, народного мастера Пермского края. Сейчас с нами занимается народный мастер тоже Пермского края Надежда Ивановна Баталова. Половики с орнаментами, можем без орнамента, различные техники. Вот здесь заправлен половичок у Надежды Викторовны в технике пряник. Техника пряник, она выражается в том, что по-разному заправлены ниченки, расцветки. То есть на первой ниченке сначала белый цвет, затем на этой же ниченке идет темный цвет. И для того, чтобы его поменять, в обязательном порядке нужно пропустить ниточку. То есть вот эта техника, половик в этой технике, он более красивый, изящный и более крепкий, потому что нитка дополнительно идет. Заправили экспериментальный станок на 3 ремиски. Первый раз мы такое заправили с Галиной Алексеевной, начали ткать, и полотно довольно-таки красивое получается. Также мы изготовляем пояса. Можно увидеть, что здесь у нас есть и экспозиция пояса, которые были старинные. Была у нас попытка восстановить вот этот пояс, старинный нам подарили. Но как бы немножко неудачно нитки подобрались. Попробуем еще раз потом. Одеваю дубаски, вот эту рубашку, и мне вот так тепло, что у меня сохранилось от мамы. Я рассказала про рубашку, которая мне осталась от мамы. От одной мамы, родной, и мамы, которая у мужа. Вот мне посчастливилось их сохранить. Я сама их ношу на все праздники. Традиционные одеваю и горжусь этим. 70 лет рубашка. И они еще, я думаю, прослужат не только мне. Я передам по наследству своей дочери. Она тоже у меня очень любит такое творчество. Буду рада, если дальше у меня вот это все пронесут. Угольный узел. Ниточку сюда, чтобы она у тебя не было ничего не держит. Вокруг мотаем. Потом пальчиком вокруг, видишь, петельку делаем. Потом эту петельку одеваем и затягиваем. И тогда это уже никуда не убежит. И она будет крепко сидеть. Без
завязано будет хорошо. Очень замечательно. Теперь сильно привяжи, потому что юбочку надо вот, чтобы она крепилась там, ручки какие-то, что-то. Я юбочку привязала. А это можно домой взять? Класс. Ставишь рядом с собой. Нет, я бабушке подарю, потому что ко мне сказала, бабушка придет. Проводим мастер-класс. Делаем вот такую куколку обережную. Называется она Параскева пятница. У всех рукодельниц праздник Параскева. И вот эта вот куколка единственная, которую можно вот тыкать иголочки, пришивать что-либо. Она оберегает всех вот рукодельниц. Если вы делаете обережную куколку именно для себя, то ее лучше сделать из своих тряпочек, тех, которые вы носили. Вот, допустим, здесь у меня моя кофточка, моя вот другая кофточка, все платочки, они все сделаны именно из моих тряпочек. Ну, на самом деле куколка это делается лучше на палочке, вот там внутри у нас есть палочка, заматывается, конечно, ну, с добрыми мыслями, с добрыми намерениями, вот, и ну, желательно что-нибудь такое народное сюда. Эта куколка, она, так как является обережной именно для рукодельниц, ее ставили рядом, там, где женщина рукодельничала. В нее можно было воткнуть иголочку, прицепить спицы, чтобы они не терялись. Поэтому вот она такая, которая кукла рядышком всегда со своей вот рукодельницей находится. Экспозиция эта выиграла в этом году на Акане первое место. Сделана вот по этой фотографии. Карандашный рисунок, он хранится в музее нашем. То есть экспозиция это называется «Дальняя дорога». Изображены, вот, то есть крестьяне идут в дальнюю дорогу. То есть уже длинный путь пройден, и еще далеко идти. И они сели отдохнуть. И он открыл мешочек, а она ладошки так сложила. То есть она думает, что он хлеб достанет ей, а он там кусочек черствый. Вот это Ернасис, сия инкапонда, нивкапонда. Нивка, шератис, когда я вошедшись, пятнеженик сая. Сия узор нас мучались, что сия сылан свадьба кежа. Вот анчатестан ягодок. Вот если сия отвратно, сия васатик ягодок. А сия пока торьян. Вот кык, джинас, а джамаш это модныса. Олантуюс, сия неровный. Сето не можешь и умалес, и бурес. Но эстон аджак крестет. Значит, не мунаны под покровительством Бога. Мне вот учат нам шакалы. Были, не были.
важнее тавалам. Сакитова бувалам таланин. Уджит шонди абуи вешивлами на месте езиш. Пырвалама мича да гажа. Быдма масектатан басак лапьявыр, парма. Оламаш выраз зверь подкапылыс. Отирышы абу навалам. Унали ечали чулаласкад. Парма с чушта зонас. Нимта сосия перан. Давным-давно на территории наших земель, около 1000 лет назад, когда наши уральские земли были покрыты лесом, очень много водилось в этих лесах дичи. В реках и озерах, которые находились на территории нашего Гаинского района, было очень много рыбы. И в те времена люди занимались в основном, добивали себе пропитание с помощью рыбалки и охоты. И славились в это время в лесах на Парме два брата – Пера и Мизя. Пера-богатырь вместе со своим братом любили в детстве играть, у них была любимая забава. Они перекидывались камнями, огромными валунами через реку Лупью. И один из этих камней соскользнул у Пера-богатыря и упал в реку Лупью. Он до сих пор находится и виднеется в этой реке. Так как Пера-богатырь был защитником народа коми-пермяков, он охранял, помогал им, избавлял их от различной нечисти, помогал справляться с бедами. Кто не мог лесовать, ходить на охоту, он помогал пожилым людям добывать себе пропитание. Ну и так как он был богатырь, он очень большой, сильный человек, и у нас есть в экспозиции такой предмет, как лапоть Перы-богатыря. Так как он был очень высокого роста, около 2 метров, и вот такой вот считается, что у него был размер обуви. Так как Пера-богатырь стал охотником, здесь выставлен вот такой предмет, охотничья накидка, кожаная накидка, называется она лузан. Очень много легенд и преданий, которые передаются из уст в уста. Они сейчас написаны в книгах, описываются все легенды, которые ходят про нашего Пера-богатыря. Одна из легенд говорит о том, что люди, когда отправлялись на рыбалку, они ставили сети, те же самые ловушки, морды устанавливали в реках, и водяной вакуль, он мешал людям добывать эту рыбу. Коми-пермяки очень страдали от его нападок и решили обратиться к Пере. Он решил справиться с водяным. И вот первым нырнул водяной. Он нырнул и вынырнул очень-очень далеко, его было еле видно. И следующим должен был нырнуть Пера. Но он нырнул и немного схитрил, обманул водяного вакуля. Он вынырнул, сразу пошел по берегу реки и снова нырнул и вынырнул уже дальше, где стоял водяной и ждал его. И вот тогда он сказал, что Пера, ты победил, и наш Пера-богатырь отправил его жить на озеро Адово. Гаинский музей учалище з онач віджений тадвилен битколі легенди да предання з Пера-богатыр елиш. Тацатаны ныкат поселок иш учеджик олищезас да гыщезас. А пондаты саши суч Гаинский краеведческий музей эше 1959 года. Медоча экспонаты зенлоиса битколь вашкерку гагыриш торрез, каднакти со школа иш велачищез. Они это гажа да тадмата на места сарадейтаны кыч учат сыджи уджит. Музейн позже мунны квать отдел пырет, и тадны уна интереснейса. Татан вишташаса и Гаинской мулан богатство изилыш, оштаса секрет тез гыжни отир пыртиса олана. Археологический да религиозный памятник из нотаса гыщезас чулалам кача олана, а музейлан уджалышез интересный виштезен от саласа татсашны таттемкат. В 2012 году у нас собралась делегация, и мы отправились в экспедицию в мысы на родину Перы-богатыря, так как нам стало самим интересно, где же жил Пера-богатырь. От мысов до Медгарда 5 километров мы пошли туда пешком. И вот мы подошли как раз вот к этому месту. Вот эта опушка, за этим лесом находилась как бы так называемая могила Перы-богатыря. Сейчас сталося, що ця повилима один уже ростом, ковки свилимась 1,5 метра.
Татан цыган похороненныйся, татан вылыма кирка сылан, тенся олома, татан вылыма погреб, ранитома черияй, излома. А в окружности цыган вылыма роу, что вся безопасность. Потом Надежда Прокопьевна нас повела уже на кладбище Сойги. Казалось бы, что можно было посмотреть на кладбище, да, кроме могил. И Надежда Прокопьевна обращает внимание на сосну, вот эту сосну. Это вещая сосна, как называют ее местные жители. Видите, она сейчас стоит такая сухая, вся такая, она очень такая толстая, ее трудно обхватить. И по воспоминаниям местного жителя Лесникова Ивана Абрамовича, он участник гражданской войны, Отечественной войны, он рассказывал, что когда-то на кладбище стояло 3 сосны. И когда упала первая сосна, началась гражданская война. Когда упала вторая сосна, началась Великая Отечественная война. И вот эта сосна стоит, то есть как бы люди местные ходят, посматривают на нее. То туда из, куда чапкома пера богатырь. Мачен воломорса, все чапкома, все ушама юшурас. С полом култа Степан Великой Пермской. Из сосыла пукшам култама. И все воломоден щекут и воя. Все полема, вот эти модгортас. Пукшам модизела и култама пернаяга. Унома пореке лупья. Вечем кама. Мне чужим мысль, вот, но мне анкишуется раньше, нырысын, вот, в 51 году. Конечно, бедный мне один щекота, но поскольку свет не ездил, конечно, мне прилучение, я помню там бедный, вот, а потом Лоис Менсечин в 61 году лесопункт. Вообще-то деревня Мысы, вся недалеко, не можно шуна, речка Лупяшань, кутенка 800 метров, наверное, сечем бур, высокое место, вот, один басок, кругом выр, поля, как же все поля не пустовали, мясо-тяне кызиса и садитися, вот, стало с ясланым, даже сдавали даже государство, да. Учачаньку вита пера богатырися? Конечно. Пера богатырса мы куи кормим были лет, наверное, 6-5. Вот. Всякие мне вежание, вежание это значит крестная мать. Вот. Видимо, и ухаживали Баляеву. Баляеву голов, наверное, 150 колхозной. Вот. И мне, значит, это обслуживали, караулили около речки Лупья. И вот сексявали мне пукшамкор, стадо соберутся, никто спышья, мне видят там, чтобы выронить те спышья. Вот самим всякие вистались, что вот меня один совершенно достопримечательный бурем, это меня, значит, вот родина татан пера богатырлан и мижалан. Вот. Не как вон, олиса не Медгортен, это 5 километров на Рыщань до Медгорта. Вот. Один явился трудолюбивый. Вот. Видится пода, муяс, будас гориса, кодиса. Вот. В свободное время занимались не охотан, рыбалкан. Вот. Один не любили охотиться и рыбачить. Вот. И еще вот самое главное, это мы не один любили ащинс народ. Никого не в обиду не давали. Вот. Были один сильный, особенно были пера сильный. Сия были из Езанорса Кузьмачан. Но еще мы имеем висташли с отвержания, что кор была уджут война, и кор перемылась нападали. Вот. Пера богатырис и мижас, как вон, мунамаш на защиту. Вот. И не лямпаезен, вот, до пермита за 2 дня локтамаш. И помогли, значит, сохранить Пермь, вашетно, разбойники, когда напали на Пермь. Гаинский был один, конечно, был знаменитый корка, это богатство Мьянвыр. Вот. Выр один у нас. Леспромхоз язылися, 7 леспромхозов уджалися.
Вот, и один, значит, вся знаменитый Вырон. Ну, кроме Выра, конечно, меня знаменитые это прекрасные места Бора. Вот, один у нас на Каме, вот Кама тоже прекрасное место. Вот, Кама один у нас черри всякое есть, вот. А Вырон дичь у нас, вот. То есть ягоды, грибы. Гайными, думаю, у нас и дальше развиваться, процветать. И вот, и пондамион все лучше и лучше. И шоны ты гажа эта страна, вылын мысыски рысыз, да гажа вырыз. Состамюез да басактыз, цветитаны вичез да вежубез, а сычра городез да посаддез. Уджит богатствуезен тырам край.